Мир вам, братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня такое четверостишье с Божьей помощью посетило голову. Бог говорит: не бойся, любви неведом страх. Телом уйдем из праха в прах, душою с миром во Христе покойся. Такой вот нож с Божьей помощью соорудили. Не выпрыгивает, вынимается одной рукой. Из можжевельника коровий хвост растительного дубления. Все как всегда, клинок стерилен, всегда приятно пахнет. Ну и приступим к испытаниям. Всем весом покажи полный рост. Тор, давай тихо, а? Спокойно себе. У меня новый питомец появился, не понимает пока, что нельзя лаять во время съема. Герда с Умой молчат, а он что-то все возникает. Еще немножко так покажи, когда что-то пружинит как. То есть видно, да, что довольно прочный нож. Прочность достигается за счет того, что хвостовик длинный очень и волокна поперек, так что если ножеделом видно, да, что они как бы получается наборная рукоять, как бы. Вот. Рог лося построгаем. Угол заточки тут очень острый, я не знаю, градусов 20, наверное, вообще. И заточка идет в ноль, без подводов. Сразу. Вот так вот рог построгаем. Тут, наверное, вот видна, не знаю, зонная закалочка, линия такая, хамон. Рукоять совель березы. Так, значит, дерево построгаем. Видно, да, что врезается прям и вдоль и поперек режет. Такие вот стружечки заворачивает. То есть можно тоненько очень работать, и кончик тоже режет довольно неплохо. Это вот кусочек транспортерной ленты уже маленький остался. С кордом прямо вместе режут. Дол в этом плане хорошо помогает, потому что здесь сопротивления нету. В этом плане легче врезается. Вот мороженое особенно, рыба, мясо. Это вот сухая кожа. Попробуем побрить, я не знаю. Сухую неудобно брить, конечно. Мокрая лучше, но тем не менее. Вот так вот. Вот. Ну и по грядке покажу. Двумя пальчиками держу все уже. Примерно так. Теперь покажу уход какой. Значит, наждачка. В данном случае 2500 грит. Ну, там при сильном затуплении можно там из 500, например, начинать. Можно и 180, то есть погрубее наждачкой сначала. И потом на уменьшение как бы. Ну, в данном случае самое последнее показываю. Хотя у некоторых есть там водные камушки чуть ли не до 10 тысяч грит. То есть его можно еще сильнее, даже лучше заточить. То есть по плоскости никаких углов выдерживать не надо. С обратной стороны только заусенчики снять. Примерно так. Значит, у меня изготавливаю такое вот средство, смазка. Это практически аналог баллистола.
кое с какими изменениями. Это значит уход за лезвием, чтобы меньше ржавел. И за ножнами. Ну, ножны я уже смазал, но вообще покажу, что тоже вот смазывать можно. Можно также смазывать оружие, можно смазывать обувь, любые кожаные вещи. Ну, любая кожа нуждается в этом. Ну, ножны я уже говорил, тут из двух можжевельник, продув снизу есть для клинка. То есть вода стекает, и вентиляция клиночка, это тоже дополнительная защита от коррозии. Вот. Ну, в общем, вроде бы все рассказал. Всего самого доброго. До свидания.